Мы готовились, Ради Фаритович, к итоговому интервью. И так, и сяк планировали Республику Лайв записать. В итоге ничего другого, как на колесах, в пути не получилось, потому что у вас очень мало времени. За целый год, который прошел уже, вот на что нашлось время для души? Для души? Вот, знаете, для души, наверное, ничего особенного не нашлось, потому что времени на самом деле не было. Но весь этот год был работы, для меня работы с душой. Поэтому я не буду скрывать, я от этой работы, она непростая, она действительно непростая работа, но я от нее получаю удовольствие. Особенно тогда, когда я вижу, что те решения или те действия, которые мы предпринимаем, они реализовываются, и люди ощутимо видят, что мы реально ответственная власть и не болтуны. Вот я сам не люблю болтунов, и всегда, когда я что-то обещаю, я делаю. Знаете, признаюсь честно, это не подхалимство, это правда. Получаем удовольствие и мы от работы, потому что мы причастны к эпохе перемен, и это здорово, это счастье. Но есть люди, которые остались за бортом вашей команды, вы с ними расстались. Откровенно говоря, вот мы вчера только определенные итоги подводили, скажем так, с моими коллегами в администрации. Но у меня этот год был годом, знаете, таких приятных открытий и определенных разочарований. Поэтому, да, у меня так получилось, что в некоторых людях я разочаровался. Это нормально, это бывает такое. Где-то это было даже, наверное, мои неправильные кадровые решения, но мы поправились и идем. А в целом команда сейчас сбалансированная, и у меня такое ощущение, что и правительство республики, все-таки это, знаете, по Конституции я возглавляю правительство, но все равно у нас правительство это все-таки, знаете, как в некотором смысле обособленный орган, которым нужно повседневно управлять. Вот мне кажется, сейчас правительство у нас приходит в такое нормальное рабочее состояние, становится действительно рабочим органом, поэтому это думаю, в следующем году она будет еще более эффективной работе. Когда вы озвучили состав нового правительства, наверное, полреспублики напряглись, удивились, а теперь спустя время понимают. Например, Гульшат Арсланова из МФЦ, Министерства земельно-имущественных отношений, Нур Ягафаров из пресс-секретарей ваших, вице-премьера, курирующего 3 огромных направления: образование, культуру и надзор за образованием. У нас еще есть Салават Нафиков, который из директоров санатория, представитель комитета по туризму. Очень такие, я скажу, неожиданные назначения. Может быть, да. Во-первых, все, кого вы перечислили, они такие уже действительно состоявшиеся люди. И что меня в них привлекало, то, что они из разряда меньше говорить, а больше делать. И они сейчас, такая у них пора становления, потому что для каждого из назначенных это такой вызов серьезный. Посмотрим, жизнь покажет. У кого-то пока лучше получается, у кого-то хуже, но я надеюсь, что они будут хорошими членами команды. Вы умеете экспериментировать, доверяете людям, жестко спрашиваете за большую зону доверия, это я на себе испытала. С вами комфортно, но очень всегда настороже. Вы властный человек. Нет, я не властный человек. Как сказать, просто у меня не так много шансов на ошибку, понимаете? Потому что каждая моя ошибка, она в конечном счете бьет по людям. И моя кадровая ошибка, допустим, если я что-то не так, человек не туда поставил, да, а он завалил эту работу, эта работа бьет по людям. Я всегда сторонник работать с тем, кто есть. Я любому члену команды или любому коллеге своему, я даю максимум возможности реализовать себя. Это только когда я вижу, что совсем у него не получается, и тогда и то я стараюсь, чтобы с людьми, с кадрами надо очень аккуратно относиться. Я, конечно, так иногда гневаюсь на них, как-то, может быть, эмоционально высказываюсь, но в целом я к ним отношусь как к живым людям. Поэтому, исходя из того, что я действительно имею очень мало права на ошибку, я должен людей мотивировать, чтобы они работали. Где-то мотивировать гневным словом, где-то там по-разному, в общем. Признаюсь честно, когда мне от вас прилетает, а иногда прилетает, абсолютно всегда по делу, вы меня не обижаете как личность, что важно, а заставляете сразу задуматься, что я сделала не так, искать те ресурсы, которые во мне наверняка скрыты, для того, чтобы сделать то, что нужно, так, как нужно. Это важно. Это важно, что вы не обижаете, а действительно мотивируете. Конечно. Ради Фаритович, немножко о другом, пока мы едем по Туймазам. Благоустройство – одна из тем, которая, очень сильно вас тревожит, заставляет задуматься о многом. И этот год, 2020 год, который вот-вот наступит, уже год эстетики. Почему так? У любого человека есть что-то, что он любит больше всего.
Вот я в себе обнаружил такую вещь еще, когда работал в Красногорске. Мне очень нравится заниматься вот благоустройством. Это вот прям, ну, то, что я делаю прям совсем с душой. Я люблю красивые города, понятно, красивое общественное пространство, красивые парки. И ну, вот сейчас у меня есть уникальная возможность, знаете, вот в каком-то смысле внешний облик наших городов и сел, ну, не скажу, что там радикально преобразить. Для этого нужно очень многие годы работы, десятилетия. Но, по крайней мере, вот за перед моих полномочий я надеюсь, что я существенно приведу наши города и села в порядок. Существенно. Во-первых, начиная с элементарной чистоты, элементарной санитарной чистоты, чтобы не валялось ничего, где попало. И завершая, что новые стандарты благоустройства введу. Вот я уже об этом говорил. Вот Уфа наша столица, да? Уфе я особое внимание уделяю. Почему? Потому что ну, вот мне хочется, чтобы Уфа, один из миллионников городов, современный, красивый город, ну, знаете, преобразилась так существенно. Поэтому у нас большая программа парков. Ну, мы с вами были, вы видели, какие парки. Таких парков никогда в Уфе не было. Да. Сквер, да, Журавли. Кашкадан уже сейчас начинается. Дальше Советская площадь. Я говорю, вот за 5 лет мы Уфу сделаем городом парков. Причем парков по современному слову науки, техники, там, науки паркового благоустройства. Это тоже целая большая наука. Вот. Но в то же время мы не забываем и наши города и села. И мне очень приятно, что вот главы муниципалитетов, мы с ними год так вот работаем. Они, мне кажется, в какой-то момент, я долго объяснял, чего я на самом деле хочу. Они включились. Да, вот правильно, вы хорошо сказали, они включились, и я вижу, что вот у многих глав ну, появился даже, знаете, огонь в глазах, и они вот прям вот с такой любовью рассказывают, с энтузиазмом там парки какие-то делают, еще что-то, поэтому там. И тема вот двориков, которые мы в этом году сделали, что-то около 370 дворов. И, знаете, не все очень гладко получалось в начале. Программа тяжело заходила, потому что еще не умели работать. Пилот? Пилот, да. Но вот по итогам людям очень нравится. Потому что дворы, действительно, есть такие дворы, знаете, туда заходишь, но там хочется посидеть там и жить в этих дворах. Людям очень нравится, я подтверждаю, конечно же, но вопрос остается всегда важным. Хватит ли денег на 2020 год, на 2021, 2022? На 2020 год мы уже заложили. На 21 хватит. То есть у нас такой в недолгосрочной перспективе там, нашей экономики мы понимаем, что все-таки мы же, и когда я подписывал указ о стратегических направлениях развития, когда вот во время, я его подписал в день своей инаугурации, это вот для нас некий такой финансовый план, и мы довольно хорошо все посчитали, наши возможности. Поэтому, более того, что мы заложили в этом году, вернее, на 2020 год, примерно ту же сумму денег на благоустройство, на дворики, на подъезды. Но для того, чтобы вот выполнить все обещания, я должен уже начиная с 21, 22 по 23 год уже увеличить объем. Потому что у нас дворов примерно вот так, что-то около 4000. Вот мы сделали за первый год 300 с лишним. То есть нам нужно еще 3500 дворов делать. И сделаем? Сделаем, да. Не просто это будет, да, но представляете, практически мы преобразуем. Это идет преобразование среды вокруг человека. А когда мы делаем дворы, подъезды, еще в рамках капремонта, это совсем другая история будет. Заговорили о финансах. Как сделать так, чтобы бюджет Республики Башкортостан всегда был со знаком плюс? Заниматься экономикой надо, заниматься привлечением инвестиций, заниматься созданием среды, чтобы малый и средний бизнес мог развиваться. Потому что это все, в конечном счете, приведет деньги к нам в бюджет. Вы понимаете, как он формируется. Поэтому то, что касается в части инвестиций, мы этот год тоже очень неплохо поработали. Мы еще не получили данные Росстата, так? Но по итогам 10 месяцев мы идем плюсом 15% инвестиций. Я полагаю, примерно вот мы и закончим год. Я каждый раз говорю, что такой цифры не было никогда. Вот просто, чтобы напомнить, 3 года предыдущие инвестиции были равны нулю практически.
роста не было. Они были, но просто по сравнению с предыдущими роста не было. А тут плюсом 15. А вы привлекаете инвесторов, потому что те инвест-часы, которые вы проводите, стабильно, стандартно, все время, вы их методически проводите. Да. Что касается большого бизнеса, там более-менее понятно. А вот вы знаете, остаются вопросы с малым бизнесом. Вы утвердили институт бизнес-шерифов. Но хочу сказать, что, несмотря на то, что они почти во всех муниципалитетах есть, действуют и работают они по-разному. Некоторые просто для галочки. Смотрите, как мы договорились. Действительно, когда мы учреждали этот институт, я так и предполагал, что чтобы он не превратился в очередную должность заместителя главы там, и легкую, так далее. Не легкую, и поэтому, так, ничего не делающую, да? Вот, когда мы подбирали, моя администрация, она проводила очень серьезный отбор, чтобы туда пришли люди, рукопожатные в бизнес-среде, которые понимают про бизнес и могли отстаивать интересы бизнеса. В принципе, такой корпус неплохой сформировался. А дальше все гораздо проще. Значит, где-то этот институт уже существует полгода. Мы каждому бизнес-шерифу поставили KPI, ну, так называемые целевые показатели. Они очень счетные. Количество субъектов малого и среднего бизнеса и так далее. Проходит год, кто не выполнил, мы будем с ними прощаться. И все, потому что по-другому тут не работает. А может, им процент от каких-то, я не знаю, дивидендов платить? Ну нет, они же государственные служащие. Хорошо, не будем тогда смуту вводить в государственные ряды. Раиль Фаридович, о другом. Я вчера уходила вечером, в 11 часу вы оставались на работе, утром сегодня я приехал, вы уже на работе. Вы дома когда бываете? Воскресенье, ну и вечером я стараюсь домой идти. Нет, ну вечером-то понятно, что вы домой идете, просто вы приходите в то время, когда ваш маленький Фарид уже спит. Да, ну это вот проблема, что когда я утром ухожу на работу, он еще спит, а когда прихожу, он уже спит. И, скучаете? Скучаю, да. И мы иногда я что делаю? Я прошу его привезти ко мне на работу. И вот в обед, как правило, его Карина привозит, и он просто посидит у меня там, походит по кабинету, и уже как бы, ну, он не забывает, что у него папа есть. Хозяйничает? Хозяйничает. В вашей судьбе как? Властелин? Властелин, абсолютно. Раиль Фаридович, как вы относитесь к тому, что ваша супруга, которая не родилась в Башкортостане, Карина Владимировна, стала достаточно известным общественным деятелем республики, и это нужно признать. Ее знают во многих районах, извините, не меньше, чем вас, встречаю с большим удовольствием. Ее результат работы со знаком плюс, и это не бахвальство, она реальные дела делает. Как вы к этому относитесь? Все-таки живой мусульманин, и женщины наверняка, по-вашему, должны быть не столь яркими. Или ошибаюсь? Это вообще неправильное позиционирование мусульманина. Вообще не знаю, кто это придумал, что в исламе отношение к женщине как, что она не должна быть яркой и энергичной. Наоборот. То, что Карина занимается, ну, во-первых, она занимается этим. Она не просто моя жена, она мой друг, и она мне помогает просто. Потому что все, что она делает для республики, для людей. И она делает это с энергией, с желанием и от души на самом деле. А самое главное, когда вот мы сюда приехали работать, и я ее попросил, и за собой всегда за этим смотрю. Понимаете, есть такая власть, и есть очень коварная сторона. Можно, как это говорят, ну, молодежь, звезду поймать. И ну, вот это самое страшное. Но это же не про вашу супругу. Нет, это и не про меня, и не про нее. Поэтому вот она, что мне нравится, осталась таким же скромным человеком и никогда не позволяет себе пользоваться тем, что она супруга главы республики, и спокойно занимается. Она свои возможности как супруги главы республики иногда использует. Но использует в интересах детей. Особенно там, когда нужна помощь какая-то, если ребенок инвалид или что-то такое. Вот. В таких случаях она уже, да. Ну, это же отлично. Вы сказали, что супруга друг, и вот мне стало все понятно, и думаю, все понятно и нашим телезрителям. Как вы отдыхаете? Потому что вы мало спите. На самом деле физиологически нужно отдыхать, восстанавливаться. Ну, да, это на самом деле большая проблема. Каждое утро, когда звенит будильник, это самый для меня тяжелый час, потому что вот, и мои коллеги тоже, мы многие не высыпаемся.
ну, во-первых, еще почему не высыпаемся? Мы на работе, а потом уже хочется все равно с домашним побыть, поэтому ложимся поздно. Пока то, другое, третье переговорили, пока что-то. Вот. Но я стараюсь вот в воскресенье высыпаться. Ну а как вам нужно восстанавливаться? Что вы любите? Гулять, ходить, заниматься спортом, спать, в театр ходить, книжки читать? Я занимался спортом, а потом как-то у меня с середины лета как-то все, нагрузка стала настолько такой какой-то интенсивной, что я так давно, у меня такого не было. Я вот сейчас где-то месяцев 6-7 вообще спортом не занимаюсь. А хотя я всегда занимался. Вот, ну, в Красногорске я там 2 раза в неделю играл в футбол там и так далее. Еще в тренажерный зал ходил. Но я думаю, что вот, знаете, как впереди же Новый год, обычно такая практика, когда люди себе обещают там с 10 января пойти в спортзал. Я вот себе тоже обещаю, что с 10 января там, или 12, там, или там, 9, когда мы выйдем, я пойду в спортзал. Ради Фаритович, исходя из того графика, который уже составили, вы 31 числа работаете, 2 числа работаете, 3 работаете, 4 работаете и дальше. Ради Фаритович, а вы модник? Ведь у вас такие вещи, понятно, что за вами наблюдают. Смотрят, во что вы одеты, во что вы обуты. Ругают за то, что вы без головного убора. Это бесконечно всегда ругают, потому что жалеют и любят вас. Кто вам подбирает одежду и как вы относитесь к одежде? Ну, я ответственно отношусь к одежде, потому что все-таки моя работа накладывает определенные обязательства в этой части. Все-таки, ну, действительно, вы говорите, я на виду должен быть, и я должен всегда, на мой взгляд, понимаете, соответствовать той или иной ситуации. Когда какие-то важные мероприятия, это обязательно черный костюм, белая рубашка и так далее. Когда вот рабочая поездка, я даже галстук не одеваю. Это я сегодня вот одел галстук, даже не понял, зачем. Вот обычно я в район приезжаю без галстука. Для интервью? Да, наверное, для интервью. Вот. Рафович, а то, что вы работали в Кремле, и здесь вы сейчас, ну, по сути, в яркой, извините, не хочу обидеть Башкортостан, ну, провинции по отношению к Москве, как бы то ни было, да, к отдельному региону, субъекту Российской Федерации. Как вам, вот нет такого, что вам чего-то не хватает того, что было в столице? Да нет, я здесь, знаете, я когда работал в администрации президента, там все-таки администрация президента это очень динамичный и орган такой, знаете, рабочий такой, понимаете, и современный, да. И ну, такие задачи приходилось решать, которые там дух захватывает, да. Но здесь я тоже решаю такие задачи, от которых дух захватывает, поэтому у меня нет никакой вот ностальгии, что ли. Я с уважением вспоминаю и люблю те годы, когда я там работал. Вот, мне за них не стыдно, на самом деле. Было и интересно, и громко, и удачи какие-то были и просчеты, были и ошибки. Вот, но сейчас я реализую себя даже не на 100, наверное, на все 200%. Знаете, мы провели небольшой соцопрос перед тем, как вот все-таки мне удалось с вами пообщаться. Я не скажу, что удалось, я сильно мучилась. Вы открыты к диалогу, просто нет времени, когда вы выкроили время для этого. И вот неожиданно в топе вопросов возникло следующее. Где у Радия Хабирова щемит сердечко в Башкортостане? Где самые дорогие места? Ну, это, понятно, родина. Это вот моя деревня, где я родился. Сараново, да. Ну, Ишимбай, потому что в Ишимбае я вот подростком жил. Поэтому вот так. Первая любовь была, помните? Встречаетесь? Была. Нет, конечно. Это же первая любовь. Понятно. Мы были вместе с вами в школе, которая теперь уже не школа. Мы прошли по вашему дому, вы подарили его там давным-давно уже. На могиле родителей бываете? Обязательно. Когда я в Ишимбае бываю, практически я каждый раз туда заезжаю. Если говорить про сына, кем вы хотите, чтобы он стал? Хорошим человеком. Спасибо. А профессию он сам выберет. Спасибо вам. Спасибо.